Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и узнаем, чем судьба порадует в ближайшие 10 дней. Загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, так и спросите, чем судьба меня порадует в ближайшие 10 дней. Я думаю, все уже настроились. Давайте будем смотреть. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, радость будет много в вашей жизни. Я вижу, что сейчас вот кто-то меня смотрит в очень упадническом настроении. Нет сил, нет желаний, нет веры в то, что все поменяется. Вы знаете, вы очень неправы. У вас жизнь вот прям как метеорит в вашу жизнь залетает, да, вот неожиданно, резко и быстро. Для тех, кто грустит. Это человек, который способен, ну я не знаю, одной своей улыбкой растопить ваше сердце. Какой-то необычный человек, и он, мало того, что сам по себе очень талантливый, он еще и очень умеет красиво говорить, умеет говорить душевно, умеет расположить. И энергетика такая у этого человека целительная. Этот человечек вас на ноги поставит. Этот человечек вас в люди выведет. Человечек подарит вам действительно веселье и праздник. Ждите вот буквально там в течение, не знаю, 2 часов, либо 2 дней, да, человек просто вот на пороге у вас уже прям топчется, сейчас звонок звонить будет. Спешит, к вам спешит этот человек. Спешит помочь, спешит вас развеселить. Так, чем еще порадует вас судьба? Ну, здесь я вижу, что вы что-то купите для себя. Может быть, какую-то кофточку, может быть, какое-то украшение, платьице, может быть, что-то очень красивое, праздничное, блестящее, либо с каким-то принтом необычным. Вот обычно вы такие вещи, ну, как обходите стороной. Вы не любите кичливую одежду, вы достаточно скромно одеваетесь, со вкусом, стильненько, но скромненько. А тут вы прям себя не узнаете, да, такое желание, вот хочу и все. Вы примерите эту вещь, шикарно в ней будете выглядеть и скажете, ну все, покупаю. Покупаю, даже неважно, сколько оно стоит, да, вот я хочу. Приобретение просто гениально идет. Вам вот каждый встречный, поперечный, я не знаю, там и старый млад, все будут делать комплименты. Здесь даже не вещи дело, а в вашем восприятии себя в этой вещи. Вы как-то даже преобразитесь, по-другому будете выглядеть. Вот никто равнодушным не останется. Прям, знаете, женщины с завистью будут смотреть, а мужчины с обожанием, да, вот прям с влюбленностью будут на вас смотреть. Какой-то вот прям порыв купить то, что вот прям понравилось с первого взгляда, вы купите и будете очень довольны. Очень нарядная, кстати, вещь. И вы в ней невероятно хороши. Так, здесь у меня мужчина, который, ну, с какой-то претензией, да, либо уже выступил в вашу сторону с претензией, либо будет выступать в вашу сторону с претензией. Не пойми, что ему нужно, что его там беспокоит, что-то вас трогает, прям кого-то цепляет, кого-то уже задолбал мужчина, да, какое-то поведение непонятное. Как-то вот он-то внимания вашего хочет, но как-то проявляется, как вот, ну, мальчишка на улице, да, который там девчонку дергает за косички, вот пытается привлечь ее внимание. И здесь у меня мужчина такой же. Это ваш возлюбленный, либо ваш муж, да, с кем вы долго живете. Какой-то вот
ПМС у него, знаете, вот тут дерганый какой-то, и вас постоянно дергает. Вы вроде как от него отмахиваетесь, а он не успокаивается. Девчонки, тут приревновал очень сильно кому-то приревновал. Либо кто-то что-то сказал, либо сам где-то что-то там увидел, додумал, напридумывал, да, и понеслась душа в рай. Вот эти все его, например, хмурые взгляды, придирки, это все вот от ревности идет. Я вижу, что вы ему что-то такое скажете, там буквально несколько слов, да, либо там несколько коротких предложений. Слова какой-то эффект на него произведут, как, ну, чары, вот эти злые чары с него спадут, он как расколдуется. Вы знаете, девочки, у кого-то прям отыграется, что мужчина плакать будет. Будет плакать и говорить: я боялся, что я тебя теряю, да, либо я боялся, что я тебе не нужен, что ты меня бросаешь, что ты нашла себе другого. Но это те, кто послабее будет плакать, мужчина. А другие мужчины прям признаются, что очень сильно ревновал, что вот да, я все понял, я знаю, что я тебе там не давал, не додавал, там, не покупал, вел себя, может быть, как-то там непорядочно, скандалил, ну, скажем так, не по делу. Вот, давай вот обнулимся, давай начнем сначала. Ты мне, главное, подскажи, что делать, как делать. Я такой человек, да, но ради тебя хочу меняться, ради того, чтобы наша семья сохранилась. Ну, у кого-то детки тоже как предлог будет, что вот ради детей хочу. На самом деле нет. На самом деле он вас любит и боится именно вас потерять. Вот, так что вы еще с этим мужчиной заживете вот прям в добре. Хорошие взаимоотношения идут, взаимопонимание, возможность договариваться, возможность даже вот у вас после этой договоренности, как пойдет, возможность на улучшение вашего материального положения. Ну, когда настроение хорошее у людей, когда в доме гармония и мир, понимаете, и денежки тоже идут. Там, где скандалы, крики и ор, туда деньги не идут, они обходят такие места. А где хорошо, спокойно, где люди гармоничны, энергию не тратят, так и денег у них всегда предостаточно. Вот и у вас такая картинка идет. Договоритесь вы со своим смутьяном обязательно, восстановление идет отношений. Хотя вижу, что достал, хотя вижу, что вы такая готовая вот прям мечом отсечь, как говорится, и забыть. Ну, как дятел, понимаете, вот прям долбит и долбит. Но вот он настолько будет искренний, настолько вот он искренне с вами будет говорить, что вы примете. Вы примете, скажете: ой, ладно, буду жалеть, наверное, ну ладно. И еще один шанс я тебе дам. Вы не пожалеете. Нет, не пожалеете, нисколько не пожалеете. Так, у меня здесь какие-то билеты идут. Смотрите, мои хорошие, у вас проблемы идут с билетами. Либо с уже приобретенными, либо с теми, какие вы будете приобретать. Вот на ваш взгляд у вас проблема. На самом деле это высшие силы постарались. Когда вы отправитесь в поездку, вы лишь только тогда поймете, что я имела в виду. Вы купили, например, либо купите самые благополучные билеты. Билеты, например, на, ну, допустим, будем говорить про поезд, да, не обязательно поезд, может быть, там самолет, там пароход, автобус. Да, вы покупаете билеты, которые вас очень быстро, да, без всяких проблем доставят из одной точки в другую точку. Мало того, еще очень какая-то приятная атмосфера идет. Может быть, люди хорошие будут, там, либо там повезет, не будет там криков, пьяных и каких-нибудь дебоширов не будет. Но вы сейчас это не понимаете. Вы сейчас, например, переживаете, что вам дата, время не подходит. Там думаете: о боже, как я буду там в полночи добираться там, до вокзала. Вот. Когда лишь только вы поедете, вы поймете, что как удачно вы приобрели именно эти билеты, именно на этот рейс, да, и какая у вас приятная, легкая поездка. Вот. Так что не ругайтесь, не ссорьтесь, особенно если вы вот с кем-то вместе покупали билеты. Просто доверьтесь судьбе. Поверьте, судьба вас не подведет. У вас очень, еще раз, легкий путь идет. Так. Здесь вот на женщину кто-то обратит внимание.
Женщина, почему-то мысли такие, да, что я никому не нужна, я никогда, например, не найду себе пару, я никогда не выйду замуж, там, семьи у меня никогда не будет, так и буду я одинокая ходить. На вас очень приятный мужчина обратить внимание. Скорее всего, либо это ваш коллега, либо мужчина, например, сотрудник организации, которую вы будете посещать. Ну, например, медучреждение, либо банк, либо, может быть, какой-нибудь там государственный орган. Обратит на вас внимание, очень порядочный, интеллигентный, познакомится, комплимент вам отпустит, там, попросит ваш номер телефона. Вот. Идет знакомство, очень хорошее знакомство. И знаете, вам даже не этот мужчина понравится, а вам больше понравится, либо как зайдет, да, то, что вот мужчина подошел и познакомился. А вы вот для себя так и подумайте, вот слава богу, да, там всякая шваль, алкаши, там, наркоманы ко мне не подходят. Это хорошо, там не цепляются. А вот такие приличные, воспитанные люди, да, вот это мне нравится. За это спасибо. Вот. И будете с этим человечком общаться, там встречу, может быть, какое-то свидание пойдете. Тут свидание такое вот интересное кому-то идет. Может быть, это, кстати, связано. Я не знаю, то ли это кинотеатр, то ли это театр, может быть, даже какой-то концерт, вот, где будет много людей, очень много позитивных эмоций идет. Вы не только удовольствие получите, но вы еще зарядитесь вот мощным потоком позитивной энергетики. Так, свидание. Ну, кого мужчина будет приглашать на свидание, идите, конечно, девчонки. Если вас кто-то будет приглашать, ну, может быть, подруги, родственницы, да, на какое-то мероприятие массовое, тоже идите. Вы еще, кстати, оттуда что-то принесете небольшое, но очень милое, как, может быть, подарочки какие-то будут раздавать, либо вы себе что-то приобретете. Что-то маленькое, но очень красивое. Вы смотрите, вы умиляетесь, да, рассматриваете эту вещь, насколько она приятная идет вам. Так. А еще, смотрите, кто-то прям в ближайшие 10 дней блеснет своей интуицией. Вот прям поразите вы несколько человек. Небольшая группа людей, там, от 3 до 5. Вот вы им что-то скажете, либо о них скажете, либо для них скажете, и это прям исполнится. А вы будете говорить, вот как в голову пришло, так и скажете. Вот эти люди, они прям, знаете, зауважают вас, зауважают и прям, знаете, вот признается даже кто-то, скажет: ой, а я думал, что такого в жизни не бывает. А ты вот потрясла своим вот предсказанием, потрясла меня. Вот, поменялось мое мнение о предсказаниях, о том, что люди могут предчувствовать будущее, там, предвидеть что-то. Мои хорошие, интуиция есть, интуиция у вас очень сильная. То, что вы сами себе не всегда верите, ну, это другой вопрос. Если бы вы больше вот работали на свободу мысли, да, когда интуиция говорит, а вы это все озвучиваете, поверьте, вы бы для себя очень много подсказочек получали. Тут такая информация зашифрована. Но вы редко этим пользуетесь. И если мысли хорошие приходят, да, послание от вашей интуиции, вы начинаете сомневаться, вы начинаете искать каких-то, не знаю, доказательств, да, вы ищете мнение других людей. Ну, тем самым вы, конечно, блочите себя. Но вот прекрасный шанс будет еще раз саму себе даже доказать, что интуиция у вас очень сильна. Так, а здесь вот еще какой-то человек вам птицу посылает. Птица, кстати, очень большая. Либо это какой-то очень долгий разговор будет с человеком, либо письмо, какое-то сообщение очень длинное, очень подробное, кстати. В этом звонке, разговоре, да, телефоном, либо в этом сообщении будет зашифровано очень много информации для вас, и нужной, и полезной, и важной. Может быть, вы долго ждали эту информацию, наконец-таки вы получаете. У вас, вот смотрите, прям улыбка идет. Улыбка, вы улыбаетесь, там долгий разговор, и вы все время улыбаетесь, потому что приятно это слышать. Либо долгое сообщение, вы это читаете, все время улыбаетесь, вам нравится, что там написано, там посыл, информация, слова как подобраны. То есть прям будете читать и под впечатлением будете ходить, может быть, даже несколько часов, либо несколько дней. Так,
Здесь я вижу женщине, мужчина какой-то подарок дарит. Подарок ценный, сразу хочу сказать, дорогой. Но подарок он дарит за что-то. Не просто так, вот я тебя люблю, на тебе там, кольцо с бриллиантом, ну, допустим, да. Он дарит за какой-то свой косяк, проступок, поведение, может быть, какое-то не совсем порядочное, либо адекватное. Вот. С одной стороны, как бы, да, вещь красивая, ценная, а с другой стороны, вы будете думать, что делать. Вот если приму, значит, как соглашаюсь, да, с его, например, поступком. Если не приму, ну, мало ли там еще раз обидеться, да, вот как мне поступить. Значит, девочки, накосячил, пусть платит. Это первый момент. Второй момент. Это же не обязательно, что вы принимаете подарок и все. Ваня, я к всему готовая. И распахнули ему объятия. Нет, конечно. Придумайте ему еще какие-нибудь испытания. Девочки, не бойтесь набивать себе цену. Серьезно. Что это вот такое, да? Вот что ты не сделаешь, я все пойму, все прощу. Ну, мужчину нужно стимулировать, мотивировать. Если не понимать словами, ну пусть копеечкой тогда платят. Может, легче, быстрее дойдет. Все люди разные, каждому нужен свой подход. В данном случае, если мужчина идет на такой товаро-материальный обмен, ну, значит, ему проще воспринимать информацию так. Да, то есть хорошо подарил, вот пойди еще что-нибудь для меня сделай. Давай побегай, потушься, а как устанешь, тогда поговорим. Да, то есть я не думаю, что он как-то там неправильно среагирует, наоборот, ваша ценность в его глазах еще выше поднимется. Так, какое-то предложение странное вам идет. Предложение. В общем-то, долго будете думать над этим предложением. Вроде так красиво стелет предлагатель. Так вот прям все четко, тютелька в тютельку, да, по шовчику все идет, а вас что-то смущает, а вас что-то вот покоя вам не дает. Как бы соблазн есть, но какой-то звоночек, прям такая тревога у вас внутри по поводу этого предложения. Вы знаете, какой-то человек действительно либо жулик ушлый, шулер, пораженный прям человек, как программа у этого человека, вот как задурить мозги, как вот этот гипноз там навести на человека, чтобы человек забылся и, ну, скажем так, свое отдал. Вот у вас идет разговор с таким человеком, и такого человека идет предложение. Но высшие силы и судьба не позволят, чтобы вас обманули. Вот это ваше неспокойствие, оно выразится, либо действительно, вы знаете, у вас на человека реакция пойдет, там дрожь, головная боль, рвотный рефлекс тоже может быть, да, там живот скрутило. Вот вы с этим человеком разговариваете, понимаете, что вам плохо. Либо вам сон приснится, сон, который вам там покажет, ну, кому-то прям дословно покажет, кому-то будет там сниться, не знаю, паук, змея. Вот, вы поймете, что вас предупреждают. Но не удастся вас заманить в эту ловушку, а тут высшие силы, судьба не позволят этому свершиться. Здесь в венце у меня, видите, цветочек, и в нем сплелись два человека. Но это влюбленность. Это влюбленность, это те самые чувства, которые заставляют нас ощущать этих бабочек внутри. Вот кто-то прям влюбится, начнется вот яркая фаза вот встречаний, общения, каких-то, может быть, там, ресторанов, прогулки под луной, букеты, серенады, да, мужчина будет очень ярко проявляться к женщине. Ну и, конечно, страстные ночи. Вот тут судьба, конечно, приготовила такую программу максимум, вот что касается любви и отношений. А кто-то наконец-таки встретится, и тут люди полностью будут поглощены друг другом и любовью, которая между ними. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.